Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 июля, на среду. Смотрим на колоде пасьянс. Среда, Овны. 26 июля. События дня меня интересуют. Покажите мне. Овны. Нет событий. Тайная встреча. Сейчас камешки забыла. Смотрим, значит, тайное свидание, встреча. Прибыль. Второе событие. И солнышко, радость. Застолье нельзя. И ссору тоже нельзя. Получается, я у вас нашла 3 события в среду. Первое событие — тайная встреча, свидание, финансовые поступления и хорошее настроение. Вот такие 3 события для вас на среду. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к Тельцам. Тельцы смотрим. Тельцы, 26 июля. События дня для тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Конверт. Получение новости. Ну, в принципе, получение чего-то. Может быть, не обязательно новости. Ну, вот видите, новость подтвердилась. Новость точно будет. Дорога может быть. Это, кстати, может быть билет, например. Или паспорт. Да, то есть, если нужно пересекать там границу, проверять документы, допустим, дороги. Любовь. 2 сердца. Бабочка есть. Деловой разговор. Возможно, в деловом разговоре вы что-то получите. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас 4 события. Первое событие — получение. Второе — деловое общение. Новость, поездка и гармоничные отношения в паре, любовь. Может быть, знакомство. Вот такая вот информация для вас. То есть у вас все события хорошие. Благодарю за внимание, Тельцы. Перехожу к Близнецам. Близнецы смотрим. — 26 июля. Среда. События дня.
Подарок. Выпадает первое событие. Получите подарок или подарите подарок. Корона. Встреча с каким-то влиятельным человеком, представитель закона власти. Возможно, вы, например, идете к этому человеку на встречу с каким-то презентиком. Как вариант. Солнышко, радость. Хорошее настроение. Ну, наверное, все будет так, как вы хотите. Угу. В конце дня может быть неприятность. Расческа выпала. Дорогу нельзя. Потому что уже, да, вот новости, неприятности я увидела первую. Если вы впервые увидели дорогу, то, возможно, тогда у вас проиграется дорога, а неприятность не проиграется. Значит, смотрите, что я увидела. Подарок, общение с каким-то влиятельным человеком, хорошее настроение и какая-то неприятность из минуса, может быть. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к ракам. Раки. 26 июля. События дня для раков. Покажите мне среда, что их ждет. Шарики. Хорошая новость у вас будет в среду. Не просто хорошая, а радостная. Вот такая позитивная. Казенный дом. Посещение госучреждения. Возможно, вот в госучреждении хорошие новости. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. То есть, возможно, вы раз в месяц сходите в госучреждение, там, платить налоги, да, то есть решать какие-то вопросы. Деньги. Может быть, банк. Да, то есть каждый месяц ходите в банк снимать деньги или ложить деньги. Обман. Маска. Вас может кто-то обмануть в этот день. Иногда проигрывается, как мы обманываем кого-то. Но если вы никого обманывать не собираетесь, то надо быть осторожными. Солнышко. Хорошее настроение. Что у многих выпадает солнышко в этот день. Может быть, жара будет. Как вариант. Очень жарко. Так, флаг победа вас ждет в этот день. И здесь нет. Значит, смотрите, я у вас нашла 7 событий. Первое событие – это очень позитивная новость. Посещение госучреждения. Событие, которое повторяется каждый месяц или через определенный цикл, да, то есть имеет цикличность. Событие, связанное с финансами, победа, хорошее настроение, и из минуса есть у вас обман, маска. Будьте осторожны, кто-то будет надевать маску, да, то есть и вести себя, ну, показывать, скажем так, скрывать свои истинные намерения или лицо. Так что будьте осторожны. Благодарю за внимание, перехожу к львам. Левушки, смотрим.
26 июля. События дня. Львы. Так, львы. Среда. Змея выпадает, первое событие. Это общение с человеком, у которого длинный злой язык. Люди, которые вам завидуют, еще могут быть. Неприятность. Ну, в принципе, это и есть неприятность, да, то есть общение с такой змеей. Общение с другом. Друг-подружка. Может быть, у вас друг-подружка острый на язык. Интимная связь, кровать. Сейчас, секунду. Смотрим дальше. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. У вас еще будет верность. Подсвечник нельзя. Смотрите, есть еще рыба. Обман, да, скользкое дело. Тоже, в принципе, неприятность. Может быть, это будет одно событие. Змея, да, то есть скользкое дело и неприятность. И здесь нет. Значит, смотрите, из минусов, причем это, скорее всего, будет вот первым событием, да, вот в первой половине дня. Произойдет неприятность, кто-то может вас обмануть или втянуть в какую-то неприятность, да, то есть обмануть, через обман будете втянуты. Общение со змеей, да, то есть это может быть как раз вот тот человек, который втянет, да, то есть делать какое-то предложение, оно будет обманом. Это вот минус. Из плюсов: общение с другом-подружкой, гармоничные отношения в паре, интимная связь, да, то есть и события, которые повторяются каждый месяц. Это вот из плюсов. Ну, самое главное постараться избежать минуса и, наверное, никому не доверять в этот день. Потому что кто-то будет пытаться втереться к вам в доверие. Благодарю за внимание, львы. Перехожу я к девам. Смотрим, что у дев. — 26 июля. События дня для дев. Кораблик выпадает, первое событие. Ожидание. Ссора. Может быть, ссора будет из-за ожидания, из-за того, что долго ждали кого-то. Якорь тоже, видите, подтверждает, что по якорю вы долго ждете, сидите на одном месте, да, то есть как будто вот что-то вас держит. Свидание нельзя. Подарочек.
Флаг, победа. Угу. Здесь нет. Значит, смотрите, получается в этот день ожидание долгое, нудное, небольшая ссора с кем-то, подарок и победа. Да, то есть, в принципе, события хорошие, кроме ожидания, да, с утра. Вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть оставляю для вас всегда внизу под видео в описании. Переходите и увидимся во второй части.